Сегодня у нас пятничный день. Всех также вас поздравляю с пятничным днем. Завершающая пятница. Сегодня завершающий месяц Рамадан, завершающий таравих намаз месяца Рамадан. Завтра завершающий день поста 25-го года. Поэтому, знаете, хочется вам дать некое наставление, некие слова для того, чтобы наша будущая жизнь и будущий месяц Рамадан, он не был беспечным. И, конечно же, видя динамику развития ислама и вообще как развивается наша религия в мегаполисе, в наших мечетях, на улицах, в домах, хочется поблагодарить Всевышнего Аллаха и сказать «Альхамдулилля». На самом деле, хвала Всевышнему Аллаху. Из года в год все больше и больше людей понимают, что в этой религии есть драгоценный дар Всевышнего Аллаха. И тот человек, который воспринимает в виде дара эту религию, его жизнь улучшается со всех сторон. И, конечно же, месяц Рамадан дан Всевышним Аллахом для всех людей, для того, чтобы научиться исправлять свои ошибки, для того, чтобы Всевышний Аллах простил нам наши грехи, наши прегрешения. Ведь в изречении пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что говорится, между двумя месяцами Рамадан, если человек достойным образом смог провести эти 2 месяца в течение 2 лет, то прощаются его грехи. В другом изречении говорится, что «Ман сама Рамадана иманан ва ихтисабан, гуфира лаху замбан ма тақаддама бихи». Тот, кто провел месяц Рамадан с надеждой, с верой и надеждой, то у него прощаются грехи, абсолютно все грехи прощаются того человека, верующего мусульманина, который должным образом встретил месяц Рамадан и провел месяц Рамадан. Да, есть разная нагрузка. По-разному мы в течение этого месяца, кто-то нагружен семейными делами, кто-то проблемами, кто-то работой, кто-то другими факторами, то, что ему тяжело держать пост в течение дня. И иногда человек болеет, иногда он очень сильно истощается, то, что понимает, организму дается очень тяжело дается этот пост. Кто-то первый раз держит. Вообще есть, я думаю, и среди нас есть те, которые впервые попробовали в этом году держать пост. И вы знаете, ходит такое неправильное мнение среди народа, и приходится слышать на проповедях, говорят то, что если человек не на намазе, такому человеку нельзя держать пост. Слышали, наверное, да, подобные суждения. Если человек не читает намаз, то ему нельзя держать пост. И вот поймите одну вещь. Всевышний Аллах, после того, как человек принял религию ислам, стал мусульманином, покорился Богу, покорился единому Творцу, сказал «Ашхаду алла иляха илля ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюх», для него становится 2 фарза обязательным для каждого верующего мусульманина и мусульманки, который достиг совершеннолетия. Совершеннолетие — это не 18 лет. Мальчики — это 15 лет, девочки — это 13 лет. То есть в исламе совершеннолетие немного по-другому исчисляется. И поэтому вот эти 2 фарза — это 5-кратная молитва, в течение дня молиться 5 раз в день, и раз в году 1 месяц держать пост в месяце Рамадан является фарзом для каждого верующего. И из числа мужчин, и из числа женщин. И еще 2 фарза обязательно — это выплата заката, обязательно милостыни и совершение раз в году, раз в жизни хаджа, обряд паломничества, 1 раз в жизни является фарзом, обязанностью каждого мусульманина. И вот эти 5 столпов ислама, на чем держится религия ислам. 2 из них обязательно — намаз и ураза для каждого. 2 из них
дополнительно закат и хадж становится фарзом в том случае, если соблюдаются условия. Закат в том случае, если у него сумма нисаба, у него получается больше прожиточного минимума, еще есть средства, сумма нисаба в этом году определение 725 тысяч, в нашем муфтияте мы поставили 760 тысяч, то есть если у человека есть больше 760 тысяч в течение года, и он не пользуется этими средствами, у него просто лежит, то с этих денег он выплачивает 2,5%. И в том случае, когда у человека появляются средства, чтобы совершить хадж, и у него есть еще здоровье для этого, то у него становится фарзом обязательным совершить именно в том году, когда вместе встречаются эти два пункта, как здоровье и средства. То есть вот на этом основывается религия ислам. И поэтому, если человек, он еще не на намазе, он еще не читает пятикратную молитву, пятикратный намаз и сомневается, держать ему пост или не держать, то знайте, для этого человека, если он встретил в здравии месяц Рамадан, является фарзом обязательно держать пост, даже если он не читает намаз. И этот пост будет способствовать для дальнейшего принятия решения, то, что смягчается у него сердце, во-первых, месяца Рамадан, во-вторых, он начинает понимать, какие обязанности и то, что, каким образом Всевышний его привел в эту религию ислам, и через это он потихоньку сам научится читать намаз. И это на самом деле понимание, как дар Всевышнего Аллаха, как пост и как намаз, ас-саля, как очищение организма, очищение души, очищение грехов. И если возьмем мы любой вид поклонения, все нацелено на то, чтобы человек осознал и понял до того момента, как уйдет с этого мира, то, что он является творением Творца, творением Всевышнего. И для того, чтобы удостоиться прощения Всевышнего Аллаха, ему нужно приблизиться к этому, приблизиться к прощению Всевышнего. А что приближает к прощению Всевышнего? Это поклонение. То есть вот, если человек начнет понимать, осознавать, для чего он живет в этом мире, для чего он родился, какая его цель, какая его миссия, что он делает на этом свете, ведь вы сами знаете, даже вот, да, вот здесь вот все молодые на сегодняшний день, кто-то учится, кто-то работает, кто-то и работает, и учится еще, у кого-то есть семьи, у кого-то есть дети, но каждый человек ощущает себя молодым на сегодняшнем вечере, на сегодняшнем собрании. И вы понимаете, вот в прошлом году мы с вами здесь сидели, общались, прошел ровно год. Представляете, ровно год, 365 дней прошло, а ощущение таково, как будто пару дней, пару недель буквально пролетело. И вот сколько упущено из обязательностей, из обязанностей перед Творцом. Сколько мы не сделали, сколько ошибок, сколько утраты, сколько всего мы не додали и не выполнили того, что Всевышний от нас требует. А требует Он всего ничего. Дал 24 сутки, из этих 24 часа в сутках, из этих 24 часов всего лишь выделить, буквально там, если собрать со всеми намазами, даже со всеми зикрами, даже час не наберется. Ну, возьмем час, условно говоря. Если собрать пятикратную молитву с суннатами, с таспихами, с чтением Корана, с азаном, с каматом, целый час. У нас 11 месяцев в году свободного пользования и всего лишь 1 месяц для того, чтобы отплатить перед Творцом, показать нашу щедрость, показать нашу благодарность по отношению к Творцу, то, что мы являемся носителями здоровья. Я вам скажу, пока с этим человек не столкнется, пока он не увидит упущение на своем здоровье, всецело понять, что такое пост, очень тяжело. Я вот когда общаюсь с ребятами, которые вернулись с СВО,
вот до Рамадана практически еженедельно получалось с ними встречаться в госпиталях. И когда с ними общаешься, выходишь с госпиталя, понимаешь, знаете, самую драгоценную ценность, ты говоришь: альхамдулилля, у меня 2 руки, 2 ноги, я при помощи них могу подняться спокойно на этажи, по ступенькам, я могу как бы кушать своей рукой, я могу видеть своими глазами, слышать своими ушами. И когда вот выходишь с этого госпиталя и понимаешь, оказывается, у тебя есть все. Оказывается, ты обладатель богатства, здоровья, что не купишь за деньги. Есть люди, у которых бионические руки. Он показывает тебя, вот сидит передо мной, показывает новейшие технологии, бионическую руку, которую дали ему и поставили. Но функциональ максимум это вот так вот разжимаются пальцы и сжимаются пальцы. Максимум это вот так вот он может держать ложку. То есть даже замена бионической руки, бионических пальцев не заменит того подарка, который даровал Всевышний Аллах нам на самом деле. И вот это вот пост месяца Рамадан, это и есть закат, это и есть милостыня. То есть наша благодарность по отношению к Творцу, Создателю, то, что мы благодарим Аллаха на деле, не только на словах, на деле. Ведь вспомните, как, допустим, жена благодарит своего мужа, когда муж дарит какой-то некий подарок. Либо элементарно дети, вот этот восторг ребенка, когда родители подарили своему чаду некий подарок на день рождения, который он хотел. Допустим, какой-то велосипед, которого у него не было. Какое эмоциональное принятие этого подарка. То есть он благодарит всем своим видом своего родителя. То, что он получил подарок. И вот осознавание в месяце Рамадан того, то, что Всевышний Аллах даровал тебе это здоровье, это именно благодарность в виде поста перед Творцом, говоря: о Всевышний Творец, о Аллах, я благодарю тебе, я благодарю тебя всецелым благодарностью и принимаю твой приказ. И Всевышний Аллах что сказал? Я аюхаллавина аману, кутиба алейкум ус-сияму, кама кутиба аля аллавина мин кабликум лааллакум таттакун. То есть все, вот короткие слова. Всевышний Аллах говорит: о уверовавшие, предписан вам пост подобно тому, как предписан он до вас. То есть тем людям, тем сообществам, которые жили до вас. И тут уже нету обсуждения: хочу я, не хочу я, могу я, не могу я. Всевышний Аллах в виде подарка дал этот пост мусульманам. И он обращается к верующим, говорит: о, те, которые уверовали. То есть обращаясь именно адресно для тех, которые поверили во Всевышнего Творца, во Всевышнего Аллаха. Вот когда приходит к вам уведомление на свадьбу от ваших родственников, там красиво написано: такой-то, такой-то, такого-то числа проходит свадьба. И именно на твое имя, на твою фамилию. И некий почет, да, либо когда адресатам отправляется конверт, письмо, приходит на твое имя. И вот смотрите, Всевышний Аллах, обращаясь к верующим, ко всем индивидуально в аяте говорит, то есть вам предписан пост. А что взамен этому посту? Удивительные слова. В Кутси хадисе говорится, передает пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, для тех людей, которые смогли продержать этот пост, смогли принять это как подарок Всевышнего Аллаха. Что говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям? Всевышний Аллах, обращаясь к своим ангелам, говорит: вы запишите пост моего раба, а я ему сам воздам в судный день в вечном мире. То есть ангелы не знают, какой подарок ожидает. Абсолютно у всех благих дел, которые человек совершает, читает намаз, делает курбан, делает милостину, хадж и так далее и тому подобное, у всех есть, оказывается, некий объем вознаграждений, который записано
в том или ином изречении пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть уже известно, да, какое количество награды ждет человека за совершение того или иного благого дела. А у поста нету. У поста нету, то есть не оговорено, не знает никто, кроме Создателя, кроме Всевышнего Аллаха, так как Всевышний Аллах говорит, потому что они держали ради меня пост, отдалились от еды и от питья. Смотрите, понимая это, всецело воспринимая как подарок Всевышнего Аллаха пост в месяце Рамадан, человек отказывается не только от халяльного, от разрешенного, не только от, то есть запрещенного, но и от разрешенного, от халяльного, от дозволенного. То есть вот это воспитание, самовоспитание эго, воспитание нравственности. Ведь поэтому в месяц Рамадан богатые люди начинают понимать состояние бедняков. И почему мы выделяем садака фитр? Со времен пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это идет. Чтобы бедные, неимущие мусульмане тоже смогли поставить стол, организовать застолье, угоститься угощениями в день праздника Аидуль-Фитр. В этом году 30 марта приходит праздник. Мы говорим праздник, чтобы вот именно праздник, он ощущался во всех домах верующих. То есть это было установлено самим пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. В те времена особенно были тяжелые ситуации, тяжелые моменты. Люди не могли найти элементарно еду, не могли элементарно порадовать своих домочадцев, принести в дом еды, досыта наесться. И вот поэтому вот этот вот фитр садака мы выделяем для того, чтобы и другие верующие мусульмане могли накрыть стол на день праздника Уразы Байрам. И в судный день, когда они заново будут воскрешены, эти ангелы перед Аллахом скажут: «О Аллах, мы достойным образом не смогли Тебя отблагодарить за то, что Ты нас сотворил». Смотрите, всю жизнь саджда, всю жизнь поклонение, а у нас выделить на это в течение дня часа времени, мы говорим, не хватает. Мы говорим, в течение года не хватает месяца, потому что нам тяжело. И поэтому, когда человек, понимая, осознавая это, ту возможность, поборов свой нафс, свое эго, это же еще, знаете, среди, и среди друзей начинается, да, зачем тебе нужен этот пост? Ладно, потом будешь держать, ты же еще не успел даже там окрепнуть, тебе еще тяжело, тебе еще нельзя, и врачи не советуют, и там, и тут вот эти советы, зачем тебе надо, тут никакой пользы нет, нужно тут и на диету сесть, нужно тут и какие-то БАДы пить, нужно тут и витамины пить, и лечиться, и так далее, и тому подобное. Шайтан крадет твой пост. Но верующие, осознав всю глубину и всю пользу именно не с физической стороны, а с духовной стороны, то, что это приказ Всевышнего Аллаха, и то, что сам Всевышний Аллах будет вознаграждать в судный день своих рабов за этот пост, он, продержав этот пост, понимает то, что Аллах даровал ему эту возможность. И поэтому, победив свой нафс, победив шайтана, победив иблиса, человек просыпается на сухур, держит пост все дни. Ведь Всевышний Аллах в Коране что сказал? Это считанные дни. Ведь здесь вот кто держит пост весь месяц Рамадан, могут подтвердить, на самом деле это считанные дни, они вот так вот просто пролетели и все. Вроде мы вот только-только начали держать пост, сами не осознавая того, очень быстро пролетели эти дни. Месяц Рамадан очень быстро проходит на самом деле. Его статус перед Аллахом возвышается настолько, то, что Аллах гордится своими рабами перед ангелами и говорит: посмотрите на моих рабов. Посмотрите на моих рабов. Они ради меня
отдалились от еды и от питья. А у ангелов нету такой возможности. Они не могут совладать над собой. Они не могут остановиться, совершить грех. У них нет просто такой возможности. А у людей есть такая возможность. Они могут и совершать грехи, и каяться, и встать на путь исправления. Вот поэтому тот момент, который зафиксировался в истории, когда один пророк, будучи отцом, положил будущего пророка, своего сына Исмаиля, Ибрахима алейхиссалям, своего сына Исмаиля, и приставил нож к горле. Ангелы не поверили этой ситуации, то, что возможно вообще ради довольства Всевышнего Аллаха отец готов пожертвовать собственным сыном. То есть, знаете, это курбан, когда Всевышний Аллах заменил Исмаиля алейхиссалям барашкой. И мы ежегодно, вспоминая это, проделываем жертвоприношение курбан и делаем праздник Курбан-Байрам. И вот подобно этому, когда человек всецело воспринимает приказ Всевышнего Аллаха и как бы разговаривая с самим собой, останавливать свой нафс. Говорит, подожди, ты же когда-то покинешь этот мир. А когда я еще успею отблагодарить Всевышнего Аллаха? Ведь вот он, месяц Рамадан, он настал. Вот он проходит, джамаат. Вот он проходит месяц Рамадан. Сегодня мы завершаем сегодняшний пост. Завтра последний день. В следующем году только будет возможность заново встретить этот Рамадан. А у кого есть гарантия, что он сможет встретить? Либо гарантия того, то, что он сможет здоровым встретить. Ведь мы не знаем в течение года, что будет с нашими желудками, что будет с нашей пищеварительной системой, как человек заболеет, не заболеет. Человек элементарно идет по улице, спотыкается, попадает в больницу. Сколько таких примеров? И поэтому наставление для вас, для молодых, которые здесь сидят и слушают сегодняшнюю проповедь, старайтесь не проводить беспечно свою жизнь в будущем и воспринимать подобные приказы Всевышнего Аллаха как пост и как намаз, как подарок Всевышнего Аллаха. Ведь мы знаем то, что намаз, он был вменен в обязанность, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, находился в Ми'раджи. И когда человек выполняет пятикратную молитву, ему Всевышний Аллах записывает, как будто он выполнил 50-кратную намаз, молитву. Так как изначально Всевышним Аллахом было приказано 50 намазов в день. И вот если таким образом смотреть на это через такую призму, человек начинает понимать и осознавать то, что в этом мире, оказывается, можно жить, будучи и поклоняющимся, и кающимся, и готовить свое место в раю уже в этом мире. Ведь каждый человек, он индивидуально остается один наедине со своими благими делами и со своими грехами. В могиле. Один на один. Конечно, не хочется об этом говорить, но мы прекрасно знаем то, что человеческая жизнь, она коротка. Мы хотим очень долго жить, счастливо жить. Мы хотим жить без забот, без хлопот, вечно молодыми, со своими здоровьями, со своим богатством. Но когда проходят года, из года в год, мы начинаем понимать, оказывается, не тот организм, не то тело, которое было у тебя в прошлом году. А когда проходит десятилетия, ты уже осознаешь, и разум уже не тот. Не так гнутся и колени, не так запоминаешь и суры. И от многих взрослых людей, знаете, что приходится слышать, которые говорят, вот если бы я в молодости научился тому, что сейчас не могу научиться.
элементарная дуа кунут. Я знаю тех людей, которые год учат дуа кунут, которым за 70, но они не могут выучить. Каждый день читая, каждый день пытаясь заучить, и говорят: Хазрат, вот если бы я в молодости научился, сейчас бы мне было намного легче читать намазы. Поэтому хвала Всевышнему Аллаху, то, что есть такие места, есть такие люди, которые переживают и которые сегодня стали причиной для этого собрания. На самом деле хочется поблагодарить всех тех, которые приняли участие для этого ифтара. И это на самом деле из изречения пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, если мы посмотрим, говорится, что тот человек, который накормил постящегося, получает такое же вознаграждение, как человек, который постился ради довольства Аллаха. Даже если ты одного человека накормил, тебе записывается вознаграждение, как будто ты продержал 2 дня поста в этот день. А до этого мы сказали, вознаграждение за пост именно в месяце Рамадан, кроме Всевышнего Аллаха, никто не знает, что ожидает человека в судный день. Какая радость, какой подарок, что приготовил Всевышний Аллах. Но в одном из изречений пророк, саллиллаху алейхи вассалям, что говорит? Для постящихся в судный день откроются врата Райян. И будут сказано, где постящиеся, вот будут стоять люди, миллиарды людей, и глашатай скажет, где постящиеся. И каждый услышав этот призыв, скажет: я же постился хотя бы 1 день в месяц Рамадан, который пропостился, он вспомнит и скажет: я постился. И ангелы посмотрят, да, действительно, у него есть пост месяца Рамадан. И Пророк саллаллаху алейхи вассалям что сказал? И через эти врата будут проходить только те, которые постились в месяц Рамадан. То есть смотрите, даже если человек читал всю жизнь намаз, но у него не было, возможно, он был болен всю жизнь, он не смог продержать пост, но через эти врата смогут пройти только те, которые постились в месяц Рамадан. И когда последний человек оттуда пройдет, эти врата закроются, и через эти врата больше ни по каким другим деяниям никто не сможет пройти, говорит Пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Поэтому пусть Всевышний Аллах, иншаллах, обрадует нас райскими садами, пусть Всевышний Аллах простит грехи, ведь месяц Рамадан всецело направлен на прощение грехов. Всецело направлен для того, чтобы человек осознал, кто есть он на самом деле в этом мире, чтобы Всевышний Аллах простил его грехи. И заново повторюсь, грехов у нас очень много копится. Ведь Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, что говорит насчет грехов? Грехи — это подобно черному пятну на теле, на белой материи. И вот когда грехи копятся, они оседают, оказывается, на сердце. То есть точка, 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 и когда оно копится, окутывает сердце. И вот когда сердце грехи окутали настолько, то, что оно зачерствело, через это сердце уже не проходит никакая проповедь, никакие аяты, никакие дуа, ничего. Ты человеку говоришь, он говорит: ну и что? Он говорит: а кто оттуда вернулся? Я же безгрешный, я человеку душу не забирал, так скажем, да? Он говорит: я же никому вреда не наносил, у меня нет грехов. Ты пытаешься ему объяснить. Человек говорит: ну и что? То есть потому что окутало его сердце грехи. И вот даже приступив к пороге этого места, человек уже встал на путь исправления. Человек уже встал на тот путь, чтобы каяться перед Создателем, перед Всевышним, услышать эти слова. И дай Аллах, иншаллах, чтобы наша умма, она крепла, чтобы наша молодежь, она была впереди нас, чтобы они руководили нашими намазами. Ведь на самом деле, вот все, кто здесь сидят, вы будущие родители. В первую очередь, вы будущие родители своих детей. Вы будущие муж и жена, которые будут отвечать за свои семьи.
которые будут показывать пример своим детям. А когда еще учиться? И альхамдулилля, то, что у нас есть такие школы, это ваши друзья, это ваше общество, это то, что вот есть на сегодняшний день такое место, где обычное светское место, где могут прийти и послушать о религии ислам. Смотрите, на самом деле, какое уникальное место. Тут до Кремля 20 минут пешком, наверное. Да, вот как Всевышний Аллах сделал такое место, и если подумать, все, что было сделано для того, чтобы существовало это место, было куплено, выкуплено, потрачено столько сил, столько средств, и сколько на сегодняшний день людей сидят и делают дуа Всевышнему Аллаху. И вот теперь представьте, какое вознаграждение получают те люди, которых уже нет в живых, и которые поспособствовали, чтобы мы здесь сидели спокойно. Если помните, 5 лет назад, когда мы с вами здесь встречались, сколько людей всего мы читали намаз? Вспомните, были люди, кому даже было неинтересно слушать проповедь. И сейчас мы сидим и говорим о религии. Хотя кровь кипит, дунья, она идет, и всем интересна некая другая тема. Но, альхамдулилля, сегодня собралась именно такая молодежь, которая организовала и которая сидит и слушает проповедь об Аллахе, о вечном мире. И не это ли динамика того, то, что идет развитие в сторону религии ислам? Пусть Всевышний Аллах даст нам, иншаллах, всецело окунуться, погрузиться и ощутить эту сладость месяца Рамадан, сладость религии ислам. И иншаллах, в будущем, когда вы будете встречаться со своими семьями, со своими детьми, да, рассказывать своим детям о религии, рассказывать своим детям о вечности. Ведь на самом деле каждый из нас рождается для этого мира с огромной миссией быть родителем, оставить после себя потомство. Ну и, конечно же, как сказано в Коране, Всевышний Аллах говорит: «Илля лиябудун», только для того, чтобы они мне поклонялись, говорит Всевышний Аллах, я сотворил людей и джиннов. Уважаемые братья и сестры, оказывается, многие не знают и не разбираются, что такое садака, милостыня, что такое закат, что такое фитр садака, что такое фидия садака. Коротко объясню про это. Садака ул вообще үзеңнең малыңнан кешегә биргән вакытта акчалата, мәсәлән, яки продукты белән, ризык белән, бу була садака. Обычный вид милостыни, который ты подаешь любому человеку, верующему, неверующему, может даже животного накормить, это все будет садака. Когда супруга, допустим, дома работает, как дома работает, по разрешению жены, в мусульманской семье, супруга тоже зарабатывает, у нее свой заработок, и она помогает общему бюджету семьи, мужу, это для нее тоже как садака. Когда мужчина зарабатывает и приносит домой еду, кормит своих детей, свою жену, это тоже для него садака, говорит Пророк саллаллаху алейхи вассалям. То есть даже изречение говорится: улыбка брату, мусульманину по вере, это тоже садака. Менә яхшы сүз әйтү, елмаю, кешегә мәсәлән ярдәм итү, булар бөтенесе садака. Есть садака закат. Закат — это обязательный вид милостыни. Ол фарыз. И это выплачивает человек, у которого есть сумма нисаба. Сумма нисаба, что это такое? Это ежегодно меняется, смотрится на золото. 84,4 грамм. То есть 84,4 умножается на сегодняшний курс золота и высчитывается сумма нисаба. То есть
Если у человека есть на сегодняшний день, это поставлено муфтиятами в зависимости от курса золота, на сегодняшний день, в нашем муфтияте мы поставили 760 рублей, 1000 рублей. И вот смотрите, если у человека есть в течение года больше этой суммы, и он дома, допустим, держит, либо у него в Сбербанке, либо он копит, либо у него помимо жилья, автомобиля, одежды, посуды и так далее, есть отдельные средства, и он должен выплачивать раз в году из этих денег 2,5%, 1/40 часть. Это как? Если, допустим, у него лежит 1 000 000 в запасе, он копит. И в этом случае с этого 1 000 000 он выплачивает 25 000 раз в год по мусульманскому летоисчислению. Что такое фитр? Фитр – это в месяц Рамадан, когда человек держит пост, для того, чтобы у него принялся пост, отдает фитр садака. Это минимальная сумма, там исчисляется пшеницей, изюмом и финиками. Это минимальная сумма 200 рублей. То есть тот, кто считает себя бедняком, тот, кто считает себя малоимущим, с семьи отдается 200 рублей. Допустим, человек женатый, у него есть дети, даже с несовершеннолетних детей отдается фитр садака. Если в семье 4, мужчина отдает 800 рублей, 8 категорий людей, кому отдается закат. И средний заработок это 500 рублей, а те, которые выплачивают закат, это 1000 рублей. То есть можно выплачивать деньгами. Фидья это если человек по состоянию здоровья не может держать пост, и в этом случае он никогда не сможет его восполнить. Это относится к хроническим заболеваниям или людям с очень престарелого возраста, которые не смогут уже восполнить потом. Выплачивается фидья. За день пропущенного дня поста выплачивается от 350 рублей в день. То есть нужно накормить одного человека 2 раза в течение дня. То есть минимум 350 рублей. Да, вот это вот получается у нас садака, закат, фитр, фидья. Мы сейчас с вами это разобрали. Нужно все это потихоньку этому научиться, это знать, так как это наша религия. Шуңа күрә дә инде хөрмәтле дин кардәшләр, менә хәзер дә без иншалла Кур'ан укып дуа кылырбыз. Сорауларыгыз булса, сораулар бирегез. Если есть какие-то вопросы, вы задавайте эти вопросы, мы с вами постараемся разбирать. И для кого-то, может, это будет интересным, кто-то где-то что-то не понял. И во время вопросов-ответов другие люди будут этому учиться, и вы поспособствуете тому, что кто-то возьмет новые знания. Сейчас, иншаллах, попрошу создать тишину, читаем Коран и делаем совместно дуа. Альхамдулиллахи аллази ат'амана ва сакана ва джа'алана минал муслимин. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ва'фу анна вагфир лана вархамна анта маулана фансурна аля алқавмил кафирин. Аллахумма я раббал аламин я хай я кайюм. Ушбу сәттә ушбу үткәргән ифтар мәҗлесләрен нинди ниятләр белән үткәрделәр, шул ниятләрне бәйләп кабуллардан кыл. Без ризыклар бәрабәренә, үзләренә көтмәгән җирдән хәләл маллар, хәләл кәсепләр насыйп әйлә. Без ризыклар бәрабәренә, күңелләренә булган ниятләр, рухларны яшьтүреп, кулан шатландырып, каберләрен нурландыр. Я Раббым, Аллаһым вәгъдә кылган кыямәт көнендә әҗр савапларын алып, ушбу безнең тоткан уразаларыбызны кабуллардан кылып, үткәргән ифтарлы мәҗлесләрен кабуллардан кыл. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب والحمد لله رب العالمين. من الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم ولا الضالين. Все подобные встречи, они чуточку наполняют наши сердца, наши души искренностью, и для кого-то становится неким толчком в будущем, в последующие Рамаданы, то, что человек начинает держать пост. На самом деле, те, кто организует подобные встречи, получают колоссальное вознаграждение. Ведь представьте, Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если посредством вас кто-то встанет на путь исправления и искренне уверует в единство Творца, Создателя Аллаха Субханаху ва Тааля, то это для вас лучше, чем солнце охватывает все богатство от запада до востока, если бы вам даровали подобные богатства. То есть очень большое вознаграждение для тех людей, которые стараются, чтобы кто-то стал на путь исправления. Кто-то начал читать намаз, кто-то начал держать пост, кто-то начал каяться за свои грехи. И хвала Всевышнему Аллаху, то, что вы умеете дружить подобной дружбой, которая объединяет вас в исламе. И, альхамдулилля, появляются братья, сестры, которые разговаривают об Аллахе, которые разговаривают о религии. И хвала Всевышнему Аллаху, то, что из года в год наполняются и эти стены, и эти места религиозными деятелями. Да, вот альхамдулилля, это настолько приятно, когда мы слышим звуки азана, когда мы слышим звуки Корана, звуки наставления, слова наставления. Поэтому пусть Всевышний Аллах воздаст благом для всех людей, которые стали причиной для подобных собраний, иншаллах. Если даст Аллах, еще встретимся, еще увидимся, иншаллах. Пусть Всевышний Аллах примет каждое ваше благое намерение, иншаллах. Ассаляму алейкум.